Юрий Дмитрий Хрусталев. Я настоятель храма Сретения Господня, село Выльгар. И Зоя Васильевна нам любезно согласилась предоставить площадку Дома дружбы народов, чтобы провести очередную беседу. Тема беседы нашей бракнули семья, христианское понимание. Вот. Ну, во все времена семья рассматривалась как основа благополучия общества. И личное счастье, конечно, человека невозможно без счастья семейного, да, поскольку большинство людей выбирает путь семейной жизни. И сегодня много говорят о необходимости возрождения системы нравственного воспитания подрастающего поколения. И общество пришло, конечно, к познанию этой истины, что возрождение Отечества нашего невозможно без возрождения института семьи, без его воссоздания. Конечно, семья является элементарной ячейкой общества, и народ — это живой организм, который состоит как раз из этих ячеек. Если ячейка больна, то общество все становится больным. Если ячейка нестабильна, то все общество тоже приходит в состояние нестабильности. Вот. И вообще состояние семьи является барометром благополучия общества, да? То есть насколько семья благополучна, настолько общество тоже будет благополучным. Ну, и начнем с цитат. Кстати, я поместил, да, вот, фотографию царской семьи как образец семьи для нас. Вот об этом, если время позволит, скажем позже. Вот я приготовил небольшой фильм, если позволит время, мы его посмотрим. О царе Николае, как образце семьянина, христианина, отца, государя. Вот. Что же говорят мудрецы, да, о иллюстрации мысли о важности семьи? Преподобный Серафим Саровский: если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы. Иван Ильин, очень короткая фраза, да, мир управляется с детской, очень мудро, очень часто эту фразу повторяю на родительских собраниях. Ну что значит, что если вот что мама заложила в ребенка, да, на том он и поедет. И вот только что мы обсуждали, вот, хорошо бы вот чаще со старшеклассниками беседовать, вот им что-то о хорошем, о добром говорить. Но если ребенку уже 17-18 лет, говорить, что ты уже поздно сформировался. Вот, пока он в кроватке лежит, пока он еще пешком по столу ходит, вот то время, когда у него что-то закладывается. Вот Иван Ильин, вот короткой фразой это выразил, что мир управляется с детской. Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя, приходские священники. Отто фон Бисмарк, да, человек тоже, так сказать, хорошо известный, железный канцлер, да, у него был, его называли. Вот. Ну, в каком же состоянии находится семья у нас, да? Вот, кстати, данные последние я недавно нашел, статистика совместное издание Росстата потом у меня есть выходные данные этого издания. Я скажу об этом, откуда взял эту информацию. Значит, количество разводов на 1000 браков в России 700. Получается, из 10 браков 7 распадаются. По Коми показатель еще выше, 8,5. Да? То есть у нас 1000 браков, у нас 850 разводов. Это без учета того, что семьи, которые не разведены официально, существуют только номинально. Таких семей тоже очень много, и я не исключаю, что мы придем к цифре 9 из 10. Да. Ну вот такая иллюстрация о том, какой путь проделало наше общество за годы. В начале 20-х годов, 1920-х, Петерим Сорокин, социолог известнейший, сделал исследование, результатов которого пришел в ужас. На 1000 браков в Петербурге приходилось 9 разводов. Эта цифра его шокировала. Эта цифра казалась огромной даже для страны, которая прошла голод, разруху, войну. В общем, вот, так сказать, хаос такой был. Вот нравы были еще тогда строгие. Кстати, ознакомившись с результатами этого исследования и их социологической оценкой, Владимир Ильич Ленин назвал Сорокина крепостником, феодалом, дипломированным лакеем поповщины. В конце концов, его выслали просто из страны.
вот, как неудобного человека, который указывает на последствия губительной политики властей. Ну, а сегодня, как мы видим, у нас 700 разводов на 1000 браков. Ну, в республике еще выше показатель. Ну и статистика рождаемости, это очень важно, тоже это как бы тема сейчас семейной тематики. У нас в 2021 году в целом по Российской Федерации коэффициент рождаемости на одну женщину детородного возраста 1,505, ССФО 1,365, а в республике на уровне общероссийского показателя. Кстати, показатель по Северо-Западному федеральному округу у нас в стране самый низкий. Ну, я вот озвучу, значит, я нашел статистику зарубежную, просто мне было интересно. Ну, в России 1,505, а в США, как вы думаете, выше или ниже? Нас постоянно говорят, что мы страна традиционных ценностей, что мы вот такие вот, в общем-то, не разложившиеся. А в США 1,64, кстати, показатель. Так что вот, и я источники привел, кстати, вот по Российской Федерации, ну, данные откуда я брал, и по США. Ну, это так, иллюстрация большая. Значит, Россия 1,505, Штаты 1,64. У них, ну, как бы сотая доля. Ну, что же такое семья? Вот, для начала мы обратимся к определению. Брак. Начнем с определения. В общем, кстати, определения древние, ранние, дохристианские, как бы нехристианские, они практически идентичны тому, что вошло в катехизис. Вот, Модестин, римский юрист. Брак — это есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве. Модестин, римский юрист. Как вот у нас определялось в СССР брак, такое более тяжеловесное определение. Семья — это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми. Это малая социальная группа, члены которой связаны брачными и родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, в которой обусловлена потребность общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. Ну, тяжеловато, конечно, да, такое, ну, зато вот такое классическое академическое определение. Слова социологические. Семья, общественный механизм воспроизводства человека, да, то есть воспроизводство во всех отношениях. Человек — это не только тело, но и душа, и дух. Поэтому коэффициент рождаемости должен быть не меньше 2 у нас. Отношения между мужем и женой, родителями и детьми основаны на этих отношениях малая группа, члены которой обязаны общностью быта, взаимной моралью, ответственностью и взаимопомощью. Ну и катехизис тоже, кстати, он практически вобрал древнее определение, еще как бы дохристианское, что брак есть таинство, в котором при свободном перед священниками церкви обещании женихом и невестою взаимно их супружеской верности благословляется их супружеский союз в образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению христианскому воспитанию. Вот. Ну, ключевыми словами здесь является это супружеская верность, обет, и благословение церкви и родителей, кстати. Вот сейчас на это мало обращают внимание, но благословение родителей тоже является основой счастливого брака. И в чине венчания это тоже есть, кстати, когда трижды ходят вокруг аналоя муж и жена, вот, и благословляют родителей иконами. Поэтому, когда люди приходят, которые живут без регистрации, у них уже дети есть, и я говорю, у вас семья-то уже создана, потому что вы ведь дали друг другу обет верности. Они говорят, мы его не давали. Я говорю, вы дали его просто без слов. Вы дали его без слов произнесения, потому что у вас дети есть, вы живете вместе, вы друг другу не изменяете. Семья есть, просто на ней нет благословения божественного. Ну, брак — это божественное установление. Христианская церковь
Значит, и основание для этого мы находим в Библии, для этого утверждения, что Бог благословил, установил брак. Книга Бытия, да, глава 2, стих 18, сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Опять книга Бытия, глава 2, стих 24. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут два одной плотью. Кстати, библейское мировоззрение – это основа нашего мировоззрения. И практически все ответы мы ищем там. И вот опять же в Библии мы находим основания для однозначного утверждения, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Однозначно. И никак иначе. И когда к нам подойдут и спросят, вот часто вот бывает так, что с отроками, когда беседуем, они говорят: а кто сказал, что нельзя вот, мужчине с мужчиной создать брак, да, семью? Мы их отправляем в книгу Левит, стих 18, и глава 18, стих 22, и книга Левит, библейская книга, глава 20, стих 13. Вот. Не ложись с мужчиной как женщиной, это мерзость перед Богом. И там же, если кто ляжет с мужчиной как женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. То есть в Ветхом Завете за этот грех полагалась, в общем-то, смертная казнь. Каковы же цели брачного союза? Вот на основании определения, только что, которое мы рассмотрели, мы выделим по 4 стороны брака. Да? Это деторождение, воспитание, взаимопомощь, общее ведение хозяйства. И хотел бы остановиться более так подробно на 2 сторонах, как бы функциях. Это деторождение и воспитание. С точки зрения ветхозаветской нравственности, конечно, главной целью брака это было деторождение. И бездетность в ветхом обществе, ветхозаветном, оно воспринималось как проклятие, как отсутствие Божьего благословения. Отличие новозаветного понимания брака состоит в том, что основной смысл, немножко смещаются акценты. Смысл заключается в любви и вечном единстве супругов. И нигде в новозаветных текстах не говорится о деторождении как о цели или как о оправдании брака. И в христианском браке отношения мужчины и женщины уподобляются отношениям Христа и Церкви. И муж является главой брачного союза, а жена его другом, помощницей, участницей во всех обстоятельствах семейной жизни. И в истории есть примеры христианских браков, в которых супруги добровольно сохраняли целомудрие ради подвига воздержания. Да, вот, известный пастырь Иоанн Кронштадтский с матушкой Елизаветой, вот они хранили девство. Протоиерей Митрофан Серебрянский, его супруга, это духовник Марфа-Маринской обители, вот, его очень долго такого искала духовника Елизавета, великая княгиня, когда создала этот монастырь. Вот она нашла, он был тогда протоиереем, женатым, но вот они супруга хранили девство, вот, и потом в конце концов они приняли монашество с именем Сергий или Елизавета. Но если супруги не выбирают путь такой, это путь избранных, то вот заповедь: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но еще раз хочу повторить, что то есть деторождение не является исключительной целью брака. И то есть если, например, супруги бездетны по каким-то причинам, то есть брак он не обесмысливается. Вторая сторона брака, важная, да, очень, это воспитание. Вот. И если вот кратко говорить, что такое воспитание, ну, это передача опыта. Да. И вот здесь ключевым моментом вот в этой функции брака, если мы о ней говорим, об этой стороне, является наличие опыта у самого родителя. То есть передать можно только то, что ты имеешь сам. И сегодня родители не имеют такого опыта, многие, опыта внутрисемейных отношений, опыта хозяйственного, вот, других сторонах жизни.
опыта, и они ничего передать не могут, даже очень хотят. Поэтому, в общем-то, наличие у родителей опыта положительного в жизни семейной, оно очень важно. Опыт отношений с окружающими людьми, хозяйственного опыта. И ведь дети усваивают тот опыт, который есть в их семье. Да? То есть мы учим детей как бы не столько словами, сколько своим примером. И вот поговорка, да, воспитывай дитя, оно пока по переплавке лежит. Но ведь воспитание ребенка начинается намного раньше, потому что дети, хотим этого или не хотим, усваивают привычки своих родителей. Хорошие и плохие, а привычки, они, так сказать, еще до зачатия ребенка есть в родителях, и это на каком-то мистическом уровне передается. И вот я, наблюдая за своими детьми, я просто удивляюсь, как вот некоторые привычки, они просто вот им передались, какие плохие, такие хорошие. И то есть я их этому не учил, но это как-то передается на каком-то уровне, который даже мы рационально объяснить не можем. Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети были послушными, добросердечными, рассудительными, осторожными по жизни, мы должны жить сами так с молодости, до их рождения. И, кстати, дети остро чувствуют фальшь. Если мы говорим одно, а ведем себя по-другому, то дети никогда, так сказать, нас слушать не будут. А будут повторять то, что, в общем-то, мы делаем на деле, а не то, что говорим. Ну, вернемся к главному направлению нашей беседы. В общем-то, брак – это деторождение, воспитание, взаимопомощь, общее хозяйство, ведение, помощь, так сказать. Но какова же все-таки роль брака и какова цель брака, его отношения, какова его роль в общем замысле Бога о человеке, и каким образом рождение, воспитание детей, взаимопомощь, общее ведение хозяйства с супругами соотносятся с вечностью. Если брак – это божественное установление, то не согрешают ли те, кто выбирает безбрачный путь жизни? Например, люди, которые идут в монашество. И, по моему мнению, наиболее емкий и вместе с тем краткий ответ на этот вопрос мы опять же находим в современном катехизисе. Это истина, это как бы квинтэссенция всех рассуждений богословских о семье. Люди, существующие в единстве природы, мужчина и женщина, призваны в Богом благословенном браке, явить единство жизни по образу лиц Пресвятой Троицы, выполнить данную Богом личную жизненную программу, чтобы достичь личного спасения. И для христиан брак становится тогда не только юридическим договором, средством продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но по слову святителя Иоанна Златоуста, таинством любви, вечным единением супругов друг с другом во Христе. То есть брак христианский начинается здесь на земле и продолжается в вечности. И получается, что брачная жизнь – это средство достижения заповеданного Богом каждому человеку совершенства. Как сам Господь говорит: так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Ну что такое совершенство? Это наши добродетели, да? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть наша цель в стяжании добродетелей, именно их наличие или отсутствие определят нашу участь в вечности. Вот, как говорит современный богослов Алексей Ильич Осипов, добродетели, которые нам заповеданы, да, вот они на экране, в общем-то, стремиться заповедано всем, независимо, монах ты или мирянин. Просто мера достижения, она разная.
духовное совершенство, обожение, святость, эти все термины, в общем, синонимичны. И все они характеризуют главную цель религиозной жизни христианина. Это цель обожения, да, соединение с Богом. Кстати, у нас торжество, вторая неделя Великого Поста посвящена святителю Григорию Паламе, который как раз и сформулировал постулат о том, что же есть обожение. Обожение – это вхождение в богообщение через приобщение нетварным энергиям Бога, свету божественному. А ничто нечистое не сможет это сделать, поэтому что нам мешает? Это наши страсти, единственно, в принципе, причем, то есть наш эгоизм. Одним словом, можно все наши страсти, болячки, нравственные привычки худые, словом, характеризовать эгоизм. Вот он и мешает нам как раз соединению с Богом. Вот Пимен Великий говорил, что воля человека, пожелание его, сама сила желания, поврежденная падением, есть медная стена между им, человеком, и Богом, а на камень противобьющий воле Божией. То есть все остальное Бог за нас сделал. Что-то зависит от нас, к сожалению или к счастью. И в конце концов мы приходим, резюмируя вот эту часть нашей беседы, к чему? К тому, что семья – это школа, в которой каждый должен научиться с Божьей помощью преодолевать свой эгоизм. То есть не купаться в лучах славы и любви второй половины, а это школа, в которой мы преодолеваем свой эгоизм. И тогда получается, что если выбирает человек путь брачной жизни, то школа – это его семья, церковный союз мужа и жены, в котором рождаются и воспитываются дети. Ну, а если человек выбрал путь безбрачия, то его семья – это монашеская община, в котором также проходит точно такую же школу преодоления своего эгоизма. И просто немножко, скажем так, упражнения в этой школе разные, уроки разные. У монахов свои бдения, у мирян свои бдения, да? То есть у монахов свои послушания, у мирян свои послушания. Но принцип один и тот же. То есть меняется форма, в общем-то цель и итог, он должен быть один. Это добродетель. К сожалению, многие сегодня этого не понимают. Он говорит, ну мы же не монахи, какая разница? То есть заповедано всем стремиться к богообщению, монахам и мирянам. Ведь Господь, ведь в Евангелии изложена воля Божия вообще в Писании, там же не разделяется вот это для монахов, да, это для мирян. То есть, Это, Дмитрий, а можно спросить, вот у вас по вашему рисунку получается, что семья – это крест? Ну, конечно. Для каждого человека? Конечно, крест. И вот в таинстве венчания венцы держат, или возлагают на головы брачующихся. Венец – это не только символ власти над поколением, которое имеет родиться, но это символ мученичества. Почему-то об этом мало кто вспоминает. Это символ мученичества, потому что семья – это школа, это крест. С этим мы сталкиваемся уже с первых, так сказать, дней брачной жизни. И чем раньше люди это поймут, тем больше шансов, что семья сохранится. И вот еще раз повторю, семья – это школа, в которой каждый должен научиться с Божьей помощью преодолевать свой эгоизм. Вот для меня это самое лучшее определение семьи. Хотя тут нет каких-то категорий богословских, такого, может быть, не совсем академическое определение, но очень емкое и такое понятное. Ведущая к счастливой жизни. Ведущая к счастливой семейной жизни. Да, вот, кстати, в одной из лекций нашего известного филолога Василия Ирзарбекова, да, азербайджанца, который очень любит русский язык, он говорит, что слово «счастье» и там есть буква «Т». Счастье и крест неразрывны. Вот буква «Т», которая слово «счастье» и крест, в общем-то, они имеют один корень. То есть счастье без креста невозможно. Вот. И это так. Люди, которые
что-то в этой жизни повидали, они скажут. А те, кто вот не повидали, но счастье это удовольствие. Это не то, это обман. И вот это определение, вот, что семья это школа жизни, что это крест, оно позволяет перейти к рассмотрению темы беседы, вот, семья, христианское понимание, в ракурсе аскетики, такое слово страшное. Вот. И кто-то из присутствующих спросит, а какая связь между аскетикой, потому что у нас это ассоциируется с монахами, с подвигами, с отшельниками и темой нашей беседы. Ну, начну немножко как бы вот издалека. Вообще мир духовный – это мир причин, а мир видимый – это мир последствий. И духовная апостасия, грех, оно всегда проявляется на физическом уровне. Вражда, болезни, войны, катаклизмы – это все, в общем-то, проявляется как последствие греха. А что такое грех? Грех – это страсти, а аскетика – наука о борьбе со страстями. Получается, что преодоление зла на уровне физическом, а семейные конфликты и распад семьи – это зло, которое мы наблюдаем, ну, как бы явно видно, а пути решения этой проблемы, они находятся в духовной области. И без преодоления страстей невозможно обрести счастье в семейной жизни. И вот эта схема, это вот такая адская лестница называется. Страсти, греховный плен, одержимость, апостасия, это греческое слово означает распад. Ну, распад во всех областях жизни. Ну, семья не исключение. Что такое греховный плен? Плен – это, так сказать, власть падших духов над человеком. Единственное средство, которым они могут, так сказать, это сделать, взять нас в плен, это наши страсти. Если человек не имеет страстей, то они бессильны. То есть далее одержимость, ну и она неизбежно приведет к апостасии. Одним из ключевых таких моментов библейского мировоззрения является следующая истина, что бытие, уровень телесный, он связан неразрывно с уровнем духовным. То есть причиной зла в мире, видимо, является духовное зло. Это грехи наши единственные. Вот в Псалтире сказано: Он, то есть Бог, превращает реки в пустыню, источники вод в сушу, землю плодородную, в солончатую за нечестие живущих на ней. То есть, наблюдая за тем, что происходит с природой сегодня, за тем, что происходит с обществом человеческим, вообще с экологией, с людьми, мы должны понимать, что причины эти лежат не в области экономики, не в области промышленной политики, а лежат в области духа. И экологию планеты не восстановить без восстановления экологии души человека. И об этом это понимание утрачено, кстати. Наводнения, да, где-нибудь в Италии, они что делают? Они мешки с песком начинают таскать, дамбы строят, вместо того, чтобы задуматься о духовной причине. Ну, тут примеров можно много приводить. Значит, понятно, что страсть – это главная причина всех наших бед, в том числе и семейных конфликтов. Так, то есть вернуться к нашей теме. Страсть, их 8. Вообще-то люди думают, кстати, что духовная область – это какая-то такая абстракция, там как-то все так. Вот на самом деле очень четко все, законы четкие, святые отцы нам их описали, потому что Бог, давая законы этому миру, то есть и видимому, Он дал законы и видимому, и миру невидимому. И если мы нарушаем законы мира невидимого, духовного, значит, есть последствия. А что такое страсть? Это нарушение законов бытия, которые Бог дал. А в основе закона лежит, что любовь. Вот, а страсть – это зло.
это нарушение закона любви. Их 8. Вот. Святые отцы их классифицировали очень четко. Причем, об этом немножко позже скажу, каждая страсть предыдущая, более грубо открывает двери страсти последующей. Вот, значит, вот эта лесенка. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Некоторые святые отцы их свели к 3: сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, 3S так называют. А кто-то все к одной свел. Сластолюбие, только оно по-разному проявляется. У кого-то из святых отцов есть такое выражение, что сластолюбием Адам купил себе смерть. Вот. Оно проявляется в виде любления вкусно покушать, в виде любления хороших вещей, в виде любления славы. То есть, в принципе, это все сластолюбие. Да? Когда мы вкусно кушаем, нам сладко. Когда денег нам привалило много, нам тоже такое ощущение, какое-то вообще такая сладость. Когда нас хвалят, мы тоже, это сладко так на душе. Ну, чем-то очень такое емкое определение. Вот, сластолюбие. Представляете, одним словом можно все грехи описать. И вот как раз аскетика — это много о том, как нам преодолевать эти страсти. И каждой страсти противостоит добродетели. И борьба со страстями, преодоление, похоже движению по лестнице, только вверх. То есть сначала мы побеждаем чревоугодие, через что? Через воздержание, потому что каждой страсти противостоит своя добродетель. Блуду мы противоставляем целомудрие, сребролюбие, нестяжание, гневу, кротость, печали, блаженный плач, так сказать, о своем несовершенстве, унынию, трезвение, тщеславию, смирение, а гордости, любовь. Но невозможно победить гордость, не обуздав чрево свое, не приобретя целомудрие, гнев, печаль, уныние. Это невозможно. Тут мы поднимаемся по лесенке. И вот поэтому книга-то называется, одна из главных христианских книг, «Лествица» Иоанна Лествичника. Она будет вспоминаться, ее автор, в следующую неделю. Нет, через неделю, в следующую неделю у нас Христофоклона, 3-4 неделя, как раз посвящена неделе, то есть воскресный день, воспоминанию Иоанна Лествица и его книги «Лествица», ведущая на небеса, и полное название, кстати. Так вот мы теперь понимаем, что аскетика — это не только про монахов, что страсти, в общем-то, они терзают всех и мучают всех, и делают несчастливыми всех. И вообще наша жизнь — это борьба за свободу, потому что любая страсть, хотя кажется, что человек свободен, когда делает то, что он хочет, это тяжкий плен. Но современный человек, находясь в плену, будучи связан по рукам и ногам, считает себя свободным человеком. Такой парадокс. Я часто этот пример привожу. Ну кто свободней? Алкоголик, который говорит: да я вот захочу брошу пить, но идет и покупает в следующий раз. Или, то есть он как будто бы делает то, что он хочет. Или монах, который во всем себе отказывает. Вот кто свободней? Ну, и мы имеем в виду нравственную свободу. Ну, конечно, тот, который подвязается, который не подчинен греховному плену. Поэтому добродетели, они ведут нас к свободе. Свобода ведет нас к благодати, а благодать ведет нас к любви. И здесь мы переходим, в общем-то, к следующему разделу такому нашей беседы. Любовь или влюбленность. Вот слово «любовь» у нас появилось в нашем сейчас. К этой теме мы перешли, к этой части. Вообще то, что подразумевает под любовью сегодня современный человек, это не любовь, это влюбленность. А что такое влюбленность? Это психоз, на самом деле. Психоз, который приводит к браку. И этот психоз, кстати, очень быстро заканчивается, потому что влюбленность, она эгоистична. Человек всегда влюбляется во что-то, и он питается пылкостью чувств, и этого надолго не хватает. В подавляющем большинстве вообще решения создания семьи люди как раз принимают, именно находясь в состоянии влюбленности. Ну, короче говоря, состояние этого психоза. А после создания семьи, в общем-то, мужу и жене еще предстоит обрести любовь настоящую, которая
жертвенна, любит ни за что, и она вечна. И вот эту любовь, причем эта любовь, она появляется не сразу. Где-то 10-15 лет, в общем-то, она как бы проходит, прежде чем какие-то ростки появляются этой любви. 10-15 лет, а браки обычно разваливаются через 2-3 года, максимум 5. То есть люди вот не понимают, что влюбленности нет, уже любви еще нет, и непонятно, что с этим делать. Вот. И взрастить эту любовь невозможно без помощи Божией. И как раз в таинстве брака вот эта любовь Богом нам дается. И в чине венчания читается Евангелие о первом чуде, которое совершил Господь. Это чудо о браке, чудо на браке в Кане Галилейской, когда Он претворил воду в вино. Все, я думаю, прекрасно знают этот отрывок евангельский. В общем-то, и духовная связь этого евангельского повествования с темой брака, конечно, напрямая. То есть Господь благословил этот брак своим присутствием. Он совершил чудо по просьбе своей матери, Девы Марии, притворив воду в вино. Но у этого чтения есть аллегорический смысл более глубокий, более важный. Вот вода, которая была в водоносах, это символ влюбленности. А на смену влюбленности должна прийти любовь, жертвенная, вечная, которая любит ни за что. И как раз вино, в которое превратилась вода, является символом этой любви. То есть вообще брак оказался, молодожены Симон Канонит, да, его супруга, они оказались в довольно тяжелой ситуации, потому что отсутствие вина на браке на Востоке, это, в общем-то, катастрофа, потому что вино является неотъемлемой частью не только трапезы праздничной, но и будничной трапезы. А тут вино закончилось, нет вина на брачной трапезе. И вот каждая семья проходит через вот такую катастрофу, когда влюбленность, ее нет, все. Брак уехать дальше не на чем. И вот здесь, если супруги не поймут, что на смену влюбленности должна прийти любовь, и не начнут трудиться, то тогда семья обычно распадается. Ну вот статистика об этом говорит. И как раз в таинстве венчания вот эта благодать подается. Но подается не безусловно подается благодать. Люди сами должны потрудиться. Вот многие думают, что венчание это такое автоматическое, как действует, мы повенчались, и все, и что дальше-то? Кто будет трудиться, кто будет эгоизм свой преодолевать, кто будет смеяться, кто будет как-то работать над собой. А Бог помогает только тем, кто сам, да, стремится. Ведь Амвросий Оптинский, например, говорил: «Царство небесное не дается лежащим на боку, но только идущим и скорби терпящим». И сам Господь говорит, что Царство небесное нудится, то есть те, кто трудится. И аналогичным образом мы можем сказать, что семейное счастье не дается лежащим на боку, даже те, кто повенчался, но только трудящимся над приобретением жертвенной любви. И теперь нам понятен смысл поговорки: от любви до ненависти один шаг. Имеется в виду все-таки не любовь, а влюбленность. И большое количество семейных пар, хотя, может быть, они не расходятся, но живут они по привычке. И такая семья существует только номинально. И вот те противоречия, которые неизбежно возникают в каждой семье, опять же, от эгоизма, от страстей, они заглушаются обстоятельствами различными. И современная цивилизация, она предлагает разнообразие способов такого бегства от реальности, как бы заглушение, оглушение себя, работа, интернет, игромания, шопинг, различные хобби, путешествия и так далее, и так далее. Вот один из способов такого бегства от реальности является погружение в работу, например. Вот. Муж и жена видятся только утром и по вечерам за ужином. Вот, да.
Есть такая поговорка у японцев: японский мужчина должен иметь хорошее здоровье, редко бывать дома и много зарабатывать. И такая особенность сегодня, которая социологическая, такая вот, социологи в Японии говорят, бьют тревогу, да, что очень большой процент развода среди пожилых людей. Ну почему? Ну потому что они друг друга не видели, и оказывается, они друг с другом вместе вообще не способны быть. А пока они много работали, вот редко бывали дома, этих проблем как бы не было. То есть эти черти сидели в омуте, но когда они вышли на пенсию, у японцев, кстати, очень короткие отпуска, если не ошибаюсь, 14 дней у японцев, да, поэтому они стремятся этот отпуск провести, кстати, где-нибудь за границей в поездках. Человек бежит от себя в работу, в какие-то хобби, понимаете? И вот люди, выйдя на пенсию, не понимают, что они вообще друг друга не могут рядом находиться. И они разводятся просто. Ну, другие способы себя оглушить в семьях даже не ужинают вместе, перекусывают как-то на ходу люди. Потом, так сказать, быстро перекусив, погружаются в социальные сети. Как будто бы в семье мир и тишина, и покой, да? То есть все сидят за своим компьютером, на самом деле никакого мира нет, мираж, иллюзия, омут, из которого, так сказать, черти выскочат в самый, так сказать, неподходящий момент. Этот иллюзорный, кстати, мир в семье, ну, в кавычках, может сохраняться очень долго, ну, относительно долго. Как раз вот те 10-15 лет, которые супруги должны начать работать над собой, они улучшают свое благосостояние, покупают дома, квартиры, там, берут ипотеку, много работают. Вот. И как будто бы у них нет как бы поводов выяснять отношения между собой. Но когда дом построен, ипотека погашена, начинается, в общем, что-то страшное. Я как пастор бываю свидетелем таких трагедий, когда вынуждены продавать дом, делить имущество, супруги, которые, в общем-то, хотя проблемы были намного раньше, но они как бы приглушались таким заботой о благополучии. Почему-то у супруги часто решают, что их ссора от того, что у них маленькая жилплощадь. Не потому, что вот у них эгоист в каждом, и каждый хочет, чтобы его любили, а потому, что у них мало места. И вот они принимают решение о том, что им нужно ее расширить, вот, влезают в долги, в кредиты, и все пошло-поехало. И прошло 10 лет, за которые они должны были разобраться с собой, значит, но они совершенно не в том направлении шли. И понятно, что они расходятся, в общем-то, уже в возрасте и куча других проблем. Все это очень болезненно. И чем раньше, кстати, поймут супруги тот факт, что, в общем-то, семья – это школа, это крест, тем лучше. И вот, подводя итог этой части нашей беседы, вот такое сравнение хочется привести, что супруги – это как два камня, которые в мешок засунули, когда они семью создали, начинают трясти. Камни шершавые, камни с углами острыми. И вот тут два варианта возможны. Либо камни оботрутся друг об друга, станут гладкими. Вот. Либо камни так и останутся угловатыми, с шипами, и они в конце концов этот мешок порвут и разлетятся в разные стороны из рваного мешка. То есть все зависит от супруга. Поэтому еще раз хотел напомнить о определении семьи, которое было дано, что это школа, в которой мы избавляемся от своего эгоизма. Все мы желаем это осознать, как бы, и это в любом возрасте можно осознать. И в любом возрасте можно сохранить семью, если супруги это поймут и начнут, в общем-то, трудиться в правильном направлении. И в заключительной части беседы я бы хотел кратко коснуться актуальных вопросов христианской нравственности, которые связаны с семейной жизнью. То есть это вопросы равноправия полов, да, развод, супружеские замены, отношения супружеские. То есть такая тема, которую, в общем-то, не принято говорить так в такой широкой аудитории, но, в общем-то, есть, как говорится, проблемы, люди подходят с вопросами добрачной связи и новые репродуктивные технологии.
принципе, на все эти вопросы у нас даны ответы в документе, который был принят. Социальная концепция Русской Православной Церкви. Документ такой. Вот он был принят на Архиерейском соборе юбилейном в 2000 году. Он дорабатывается, дополняется. Вот. И в 10 и 12 разделах этого документа рассмотрены как раз проблемы семейной нравственности, проблемы, связанные с новыми репродуктивными технологиями. Вообще всем советую почитать этот документ, в общем, он очень актуальный. Я еще когда был мирянином, в общем-то, я почитал, нашел многие ответы на вопросы, которые меня волновали, когда семья наша еще была молода, так сказать, не было опыта жизненного. Я на многие вопросы нашел ответы там. И я советую почитать всем этот документ. Его можно найти в интернете, на сайте Патриархии. Вот, там, в общем-то, как раз вопросы эти рассмотрены. Обязательно ли венчаться, можно ли выходить замуж за иноверца, в каких случаях допускается развод, сколько раз можно венчаться, допускает ли церковь применение контрацептивов. Такой вопрос очень такой, щепетильный. Отношение к добрачным связям церкви, отношение церкви к добрачным связям, отношение к суррогатному материнству, к ЭКО, экстракорпоральному оплодотворению и так далее. Вообще, в целом документ носит такой взвешенный характер, однозначно отрицая явления современной жизни, грубо противоречащие христианской нравственности. Церковь, как заботливая мать, готова проявить снисхождение к немощи людей, вот, там, где это, в общем-то, возможно, без ущерба для спасения души вечности. И еще бы хотел отметить такую особенность этого документа, социальной концепции Русской Православной Церкви. Вот он, особенность такая, что по некоторым сложным вопросам, в том числе и семейной нравственности, не дается однозначных решений. То есть священноначалие дает только общие принципы, вот, на основании которых каждый христианин с помощью своего духовного наставника, это обязательно, сам должен принимать решения с учетом всех обстоятельств конкретной ситуации, то есть возраста, здоровья, духовного, телесного, нравственного уровня развития, состояния отношений в семье, уровня, опять же, второй половины, да, духовного, так сказать, развития и, так сказать, физического состояния. То есть человек сам должен принять решение с помощью духовника. То есть не дается, так сказать, ответов на все вопросы однозначно. Это очень такой взвешенный документ. Вот. А некоторые вопросы, в общем-то, только общие принципы обозначены. Вот. О равноправии, вот с него начнем кратко. Значит, вообще говорят, почему сейчас же, в общем-то, мужчина и женщина равны? Почему как бы некоторое такое принижение есть в церкви женщины? Вообще принцип иерархичности – это один из принципов мироздания. Да? То есть нарушение этого принципа в тех областях жизни, где он установлен самим Богом и Творцом, оно, конечно, ведет к хаосу и разрушению. Вот. Те места в апостольских посланиях, которые иногда толкуются превратно, говорят, в общем-то, не о деспотизме мужа, не о закрепощении жены, но прежде всего о первенстве в ответственности, о заботе и любви. Вот. Вообще, чем отличается глава, муж, глава называется, да, в Писании, в апостольских посланиях, от деспота? Чем отличается глава от деспота? Глава отвечает за все, что происходит. Что происходит, виноват во всем. А деспот ни за что не отвечает, и у него виноваты все кругом. Так что надо понимать, что апостол Павел пишет не о деспотизме, он говорит о главенстве. А глава, он отвечает за все и виноват, скажем так, несет ответственность за все. А деспот ни за что не отвечает, будучи первенствующим, и виноваты у него все. Да, вот вопросы у нас вот такие. Почему церковь считает женщину существом низшего порядка? Почему церковь выступает против феминистических движений, добивающихся равноправия полов? Почему женщинам запрещено вступать в священный сан? Почему в Священном Писании жене отводится и подчиненное мужу положение? Вот я отвечаю, потому что принцип иерархичности заложен. Платок, на голове женщины, символизирует власть
мужа над женой, власть, муж подвластен Богу. То есть он глава. То есть это, кстати, тяжкое бремя быть главой. И патриарх Алексей в свое время спросили, что самое тяжелое? Он говорит, самое тяжелое это быть во главе чего-то. Там, церкви русской, да, быть патриархом, быть там губернатором, быть настоятелем, быть главой. Это очень тяжело. Вот. Вообще, женщине надо радоваться тому, что кто-то есть во главе семьи. Вот. Глава, он за все отвечает, что происходит в семье. И мужчине и женщине Бог дал свое предназначение. Вот. А мужчины должны быть мужественными, женщины женственными. Но мы видим сегодня, как женщины становятся решительно пробивными, чтобы не зависеть от мужчин. А мужчины, видя и находясь рядом с такими женщинами, слишком самостоятельными, вовсе теряют способность за что-то отвечать, становятся женоподобными. Понимаете, замкнутый круг возникает такой. Вот. Разрывается этот круг через восстановление правильной иерархии. Вот. И опять же, вот, некоторые виды спорта вообще не понимаю, я в шоке, зачем вообще женщины ими занимаются. Там в этом мутузят друг друга на ринге, и там штанги поднимают, это вообще какой-то дурдом, вообще, честно слово. Я не понимаю, и, кстати, вот это приветствуется у нас, так сказать, и власть придержащая, это как-то вот, борьба женская, там, ну ладно, еще футбол, там, может, куда ни шло, пусть там мячик так гоняет, но когда там женщины борются или боксом занимаются, я что-то вообще, у меня когнитивный диссонанс в голове. То есть женщина, она же должна жизнь продолжать, это символ нежности, а тут на ринге они там мутузят друг друга. Я бы это все дело отменил, вообще, была моя воля. Следующий раздел, такой сложные грехи против семейной нравственности. Ну вот я, кстати, вернулся к предыдущей теме, да, это цитаты из Писания, которые, в общем-то, не нравятся некоторым нашим братьям и сестрам. Но еще раз хочу повторить, что их надо правильно понимать, что такое глава. То есть глава — это не деспот. И женщина надо радоваться, что у них кто-то есть во главе. То есть за мужем. Следующий раздел вопросов – это грехи против семейной нравственности. Почему церковь осуждает свободную любовь, называет это блудом, гражданские браки, запрещает интимные отношения до венчания тем, кто уже решил создать семью, чем прелюбодеяние отличается от блуда, почему церковь так строго наказывает за грехи по отношению к семейной нравственности, почему церковь запрещает разводы, там сколько раз можно венчаться. Значит, 7-я заповедь – не прелюбодействуй. Ее трактовать для современного человека на что запрещает? Телесную близость мужчины и женщины до заключения брака. Опять же, что такое брак? Брак – это благословение церкви и родителей. Нарушение супружеской верности мужем и женой – это измена супружеская. Потому что, заразите, где в Священном Писании содержится запрет на сожитие мужчины и женщины, если это делается по повинному согласию. Если оба свободны, вот, никто в этом случае не страдает. Но вот да, современное мировоззрение человека, оно как бы не библейское. Говорит, ну всем хорошо, и никому плохо от этого. Ну, разве это? Но Бог так установил. Вот помните Христос и Самарянка? Ведь Он мне сказал, мужа приведи. Нет мужа. Потому что это не муж был, это сожитель. Говорит, правильно сказала. Вот. Те, кто были, это не муж, этот тебе не муж. Когда Господь укорил и указал ему на это. Апостол Павел пишет, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Сосуд – это тело. Апостол Павел пишет, что блудники перечисляют вообще виды грехов разных, а Царствие Божие не наследуют. Все однозначно. Послание Коринфянам 1, глава 6, стихи 9-10. Нравственные правила церкви зиждутся не только на Священном Писании, вот это наше отличие, кстати, от протестантов, но и предании. А частью предания церкви является что? Это каноны, церковные правила, которые, в общем-то, сегодня о них мало говорят, как бы подзабыты, но они ведь не утратили свою актуальность, они действуют. И дисциплинарный канонический опыт церкви заключен в книге правил святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных. И
правил святых отцов. Эта книга также авторитетна, как Священное Писание. Если жить по Святому Евангелию можно подобить пути в Царствие Небесное, то книга правил нам служит вехами, да, на этом пути. Так вот, в соответствии с церковными канонами, такие грехи, как сожительство до брака, супружеская измена являются смертными грехами. И ими за такие грехи позволяется отлучать согрешивших от церковного общения на срок от 7 до 15 лет. Больше 5 лет только за убийство 25 лет. Что такое 5 лет? Отлучение от церковного общения. Раньше люди, согрешавшие такими грехами, могли быть отлучены от церковного общения, то есть они в храм даже не могли входить. Стояли на паперти первые 3 года, потом в притвор решались заходить, потом, так сказать, до литургии верных они могли стоять. Но при этом все знали, за что они отлучены. И от части отлучались. А сегодня об этом как-то многие не думают. Расторжение брачного союза, тоже такая тема. В церкви допускается расторжение брачного союза только по определенным правилам, по определенным причинам. Нету такой причины, не сошлись характерами, кстати. Какие причины расторжения брачного союза? Это прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности. Вторая пострадавшая сторона может создать, кстати, новую семью. И вступление одной из сторон в новый брак, отпадение супруга и супруги от православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившей до брака и явившись следствием намеренного самокалечения, заболевания проказа, сифилисом, СПИДом и другими болезнями такого рода, медицинское свидетельство на хронический алкоголизм или наркоманию, совершение женой аборта при несогласии мужа, длительное безвестное отсутствие, суждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь и здоровье супруги либо детей. Да, то есть человек настолько, как говорится, болен психически, что посягает на здоровье и жизнь супруги и детей. Снохачество, сводничество, извлечение выгоды из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь, злонамеренное оставление с супругом одного супруга другим. То есть, в общем, практически для обычной семьи среднестатистической тут нету никаких таких правил. То есть, если создали семью, в общем-то, давайте как-то притирайтесь. И по идее, второй брак это уже снисхождение. И мы знаем, что в церкви в чин венчания он менее торжественный, второбрачных, кстати. И последняя тема такая деликатная, супружеские отношения в браке, которые, в общем-то, мы уже говорили о том, что они не являются неотъемлемой частью брака, но это скорее путь избранных, таких светильников, людей, которые уже отражение избранных. Мы говорили в лекции, привели пример Ян Кронштадтский с супругой, Сергий Серебрянский, с супругой тоже жили, в общем-то, целомудренно, как брат и сестра. В большинстве семей подавляющий этот вопрос возникает, и тоже хотел бы не обойти стороной это, изложить видение церкви. Церковный устав предписывает супругам воздерживаться супружеских отношений накануне Сергией Пятницы в течение всего года. Всегда пятница не постная, потому что в среду Господь Иисус Христос был предан, в пятницу его распяли. Накануне воскресных дней, праздничных, двунадесятых праздников, наиболее чтимых святых храмовых праздников. В рождественский пост, святки с 28 ноября по 19 января. Такой длинный пост рождественский. От воскресного дня, предшествующего Месопустной, Масличной недели в течение Великого Поста и Пасхальной Седмицы до Фомина Воскресения. Петров пост, Успенский пост, накануне и в самих днях усекновения главы на предтече воздвижения креста Господня. В общем, если посчитать все постные дни, то получится 200 дней в году. И в беседах на эту тему часто приходится слышать, что это такое, в общем-то. В общем-то, брак, он не для этого. И во
брак это не прививка от блуда, и жена это не громотвод. И, в общем-то, целомудрие, оно касается и монахов, и мирян. И тогда люди спрашивают, не наносят ли длительное воздержание вред здоровью? И вообще, как воздержание многодневные посты в период беременности отразится на здоровье мужа, например. Да, есть такая тема, вот врачи говорят, что это не полезно некоторые. Но эти врачи, конечно, люди не духовные, они, в общем-то, и как врачи, я бы не стал таким ходить. В древности, не только в христианстве, но и в языческих философских системах, эта истина, она подтверждена, так сказать, опытом, что никогда воздержание еще не было причиной болезни человека, воздержанная жизнь. Наоборот, невоздержанная жизнь, она всегда является причиной преждевременного старения и болезней. Вообще мы не должны забывать, что общий фонд энергии в человеке, в организме, он ограничен. И чем больше энергии физической и психической мы тратим на один вид деятельности, тем меньше остается на другой, для других видов деятельности. Вот. А семя, да, в нем столько энергии, что целая жизнь зарождается с ним. И представь, человек будет, вот, в общем-то, эту энергию тратить, так сказать, вообще бездумно. Он очень быстро состарится и быстро, в общем-то, станет больным человеком. Вот. Если посмотрим на богемную публику, мы видим, что действительно человек, который живет невоздержанно, у него все на лице это написано. То есть после 50 лет человек уже, так сказать, превращается в развалину, который живет нецеломудренно и невоздержанно. Ну, сейчас есть, конечно, разные, так сказать, ухищрения, когда человек может притянуть себе кожу на лице, да, хирургия пластическая, но я говорю именно о сути, в организме. То есть организм, в общем-то, в него заложена энергия, и это количество энергии, оно ограничено. То есть и расходовать ее нужно очень осторожно и очень разумно. Но все, конечно, все эти вопросы сложно должны решаться с духовником. То есть вот мы и в концепции, в социальной концепции основные вехи обозначены принципы, а все конкретно решается вот, с духовником. Он как семейный врач. Желательно, чтобы в семье был свой духовник, с которым все вопросы обсуждаются, все сложные вопросы, вопросы интимные, которые, в общем-то, встают перед каждой семьей. Вот, они должны решаться, в общем-то, индивидуально, с учетом всех особенностей, как было уже сказано, условий, в которых семья живет, физиология мужа и жены, духовный возраст. В общем, все факторы учитываются, и духовник уже, так сказать, принимает решение, и опять же, он дает совет, а уже супруги сами решают, как они будут исполнять его. Но вообще, конечно, этот вопрос о воздержании, он должен решаться по взаимному согласию. Вот апостол Павел пишет, что не уклоняйтесь друг от друга, послание Коринфянам, он пишет, первое послание Коринфянам, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Но опять же, все нужно понимать с рассуждением. Ну, опять же, что сделать, когда сторона не готова, да, к подвигу, который готов, например, понести вторая сторона. Ну, это опять же к духовнику. Все вопросы с ним надо решать. И последний вопрос. Это вопрос о контрацепции. Опять же, я сошлюсь на социальную концепцию Русской Православной Церкви, просто процитирую. Некоторые из противозачатных средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прививая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона. А посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравниваться не могут. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции христианским супругам, следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. 10 раздел социальной концепции, 4 пункт. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.
поэтому тоже с супругом тоже постоянно мы напоминаем. Потому что они говорят, мы пока не готовы. У нас там станем на ноги, жилье, там, машина, квартира, так далее, так далее. Вот тогда с детей, как говорится, сейчас такое слово заведем, как собак заводят, мы тогда детей заведем. Я говорю, так нельзя. Они говорят, а как? Какой выход? Я говорю, прекрасно, не хотите детей, живите как брат и сестра. Если вы сходитесь, то будьте готовы, что появятся дети. Третьего не дано. Все остальное это уже искривление, а оно неизбежно приведет к последствиям. Опять же, человек сам решает. То есть церковь говорит, как надо, ставит идеал, ставит ориентир. И человек уже сам как бы идет к этому ориентиру, так как ему совесть подсказывает. Вот на этом мы закончим. Я вас благодарю за внимание. Если есть вопросы, можно их задать.